На одном марионеточном пропагандистском сайте 22 января стоит такая новость. И вот просто потом, когда я расскажу это все, то подумайте, как они, как эти русские оккупанты, спецслужбы России, руководство России, эти марионетки издеваются над чеченской историей. 22 января, запомните эту дату. И вот сейчас я зачитаю. В высокогорном спортивном туристическом комплексе Кизиной-Ам прошли молодежные игры по зимним и экстремальным видам спорта. Соревнования были организованы Министерством Чеченской Республики по делам молодежи под девизом «Нет террору». Далее. Хочу отметить всю важность проведения подобных мероприятий под чутким руководством главы Чеченской Республики, ну, то есть марионетки российской, героя России Кадырова, Министерством Чеченской Республики по делам молодежи, наряду со всеми другими ведомствами республики ведет упорную работу, направленную на развитие чеченского общества. Замечу, что сегодняшние соревнования проводятся под лозунгом «Нет террору». Это очень важный момент, говорящий о том, что на чеченской земле нет места терроризму и экстремизму. Они пишут это 22 января. Вот смотрите. 22 января 1995 года, кто помнит, в этот день российские самолеты наносят авиаудар по спортивной базе, по той базе, где проводится вот это мероприятие, по спортивной базе у озера Кизиной-Ам. В этой спортивной базе жили беженцы, которые приехали даже из Грозного. Некоторых я знал лично. Они обстреляли вот эту спортивную базу после того, как понесли огромные потери в Грозном, когда большое количество русских оккупантов было уничтожено в городе Грозном. Это сотни танков, бронетехники и тысячи самих русских оккупантов. И после этого они стали утюжить населенные пункты Ичкерии. И 22 января 1995 года они нанесли удар по этой спортивной базе, где жили беженцы. И удар был нанесен фосфорными бомбами. Я вот еще прочитаю тут. 22 января 1995 года по телевидению со ссылкой на военные источники было сообщено, что в районе озера Кизиной-Ам подготовлена хорошо укрепленная база боевиков. Вскоре окрестности озера подверглись ударам с воздуха, однако авиационные бомбы попали в здание базы, где жили беженцы. И только из жителей села Чириюрт погибли 5 женщин и детей. Это из опроса жителей села Чириюрт представителями правозащитной организации Андреевым и Черкасовым. Вот что они натворили в тот день, 22 января. Мать и ее девочка, дочь, ранена, ожоги от этих фосфорных бомб. Все произошло из-за этого авиаудара 22 января 1995 года. И в этот день вот эти пехотинцы Путина там проводят вот такие мероприятия, которые я зачитал ранее. Я к чему это? Тому, что русские оккупанты сегодня обстреливают территорию Украины такими же бомбами, начиненными фосфором и другими там зажигающими веществами, там, как они называются, авиабомбы, территорию Азовсталь, где находится, да, вот это было буквально вчера, позавчера, вот так, где находятся простые люди, мирные жители из Мариуполя. Вот чем они наносят удары. Это фосфорные заряды, то есть, а там находятся мирные жители. Мирные жители.
Это Азовсталь на окраине Мариуполя. Не смогли штурмами взять и начали обстреливать вот так из таких боеприпасов. И еще раз скажу, что именно такими зажигающими веществами убивали мирных жителей у нас в республике. Нет никакой разницы между этими фашистами и их действиями на территории Ичкерии и на территории Украины. Я знал эту семью на фотографии, которую я сейчас показывал. Вот. Далдыхал больше.